Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня в Душанбе началась региональная конференция экспертов «Проверка лояльности на государственной службе. Передовой опыт, правовые последствия и пути решения». Региональная конференция проводится по инициативе Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Центральной Азии. С 9 по 10 октября в Душанбе проходит региональная конференция экспертов на тему «Проверка добропорядочности в государственной службе. Передовой опыт, правовые последствия, риски и решения». Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, а также реализацию политики, принятой лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, в связи с объявлением 2024 года Годом правового просвещения и в этом контексте повышения антикоррупционной идеологии государственных служащих. В работе конференции принимают участие представители правоохранительных органов Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также международные эксперты в сфере противодействия в коррупции. В ходе мероприятия участники обсуждают вопросы добропорядочности в государственной службе, правовые и организационные аспекты проверки добропорядочности государственного служащего и передовой опыт стран региона в этом направлении. Сегодня в городе Душанбе проводится региональная конференция по вопросам ускорения реализации выполнения государствами Центральной Азии своих обязательств, международных обязательств в рамках Международной конвенции ООН против коррупции. На данное мероприятие собрались эксперты антикоррупционных органов стран Центральной Азии, и они будут обсуждать вопросы, связанные с практической имплементацией тех инструментов и тех механизмов, которые приняты в рамках национальных законодательств странами Центральной Азии. К другим темам. В текущем году труженики Турсунзаде намерены собрать виноград с площади 2722 гектара. В настоящее время наряду с поставками винограда как на внутренней, так и внешней рынке продолжается процесс подготовки изюма, который предназначен для рынков Европы и Азии. За последние 2 года в городе Турсунзаде увеличены площади выращивания 2 сортов винограда – «Президент» и «Аватар». И эти 2 сорта винограда сейчас пользуются особым спросом на внутреннем и внешнем рынках страны. Восхитительный вкус, низкое содержание сахара и необычайно красивый внешний вид – главные преимущества этих 2 сортов винограда. Это виноградные плантации, где мы выращиваем виноград сорта «Аватар». Этот сорт винограда поступил в нашу страну 4-5 лет назад. Мы разными способами увеличиваем урожайность этого сорта винограда. В этом году мы вырастили богатый урожай. Особенность этого сорта винограда заключается в том, что он высокоурожайный, можно получить 40-50 тонн. Во-вторых, этот сорт устойчив для хранения. Срок хранения в холодильных помещениях весьма длительный. Это бескосточковый сорт винограда. Из него получается высококачественный изюм. В прошлом году, а также в этом году мы наладили производство изюма, провели испытания. В следующем году мы намерены обеспечить внутренние и внешние рынки этой продукции. Будем экспортировать в зарубежные страны. В рамках реализации аграрной политики правительства Республики Таджикистан в городе Турсунзаде адаптация к местным условиям и расширение виноградных плантаций экспортных сортов способствовали увеличению прибыли от выращивания винограда. Во всех формах хозяйствования в городе Турсунзаде общая площадь виноградников достигла 4190 гектаров. Из них плодоносящих 2722 гектара. В настоящее время в Турсунзаде выращивают 10 сортов винограда. Среди культивируемых сортов – шохона, галаба, кишмиш, белый и черный хусайни, президент, истеклол и аватар. Цель тружеников направлена на сбор урожая без потерь и удовлетворение потребностей рынков в осенние, зимние и весенние периоды. Расширение виноградников экспортных сортов способствовало повышению плодородия земли.
В текущем году урожай в изобилии. Мы начали заготовку винограда, направляя продукцию в холодильные хранилища. Наряду с насыщением внутреннего рынка мы экспортируем виноград в Российскую Федерацию, Казахстан и другие страны. Потребность в винограде высокая. Последние 3-4 года мы производим изюм из черного винограда. Из 4 килограммов, или же если сахаристость высокая, то из 3,5 килограммов получается 1 килограмм изюма. Со всех уголков мира сюда приезжают гости, иностранные туристы. Они восхищаются вкусовыми качествами нашего винограда, утверждая, что таджикский виноград самый лучший и что такого винограда они нигде больше в мире не встречали. Мы стараемся внести свой вклад в дело обеспечения продовольственной безопасности страны. Наше хозяйство занимается выращиванием и сушкой винограда. Мы производим изюм. В текущем году урожай удался на славу. Мы собрали 50-60 тонн винограда. Мы, собрав урожай, приступили к сушке винограда. Мы намерены экспортировать свою продукцию в Иран и Ирак. Мы демонстрируем преимущество наших отечественных продуктов. У нас семейный подряд. Наш достаток за счет нашего труда и земли. Наша продукция по качеству отвечает современным требованиям, пользуется большим спросом. Мы производим изюм из сорта винограда Галаба. Это лучший сорт для производства изюма. В Центральной Азии такой изюм по своим качествам и свойствам занимает передовые позиции. В городе Турсунзаде уже собрано 26 320 тонн винограда, 11 тысяч тонн направлены на рынки городов и районов страны и 4500 тонн на рынки зарубежных стран. В эти дни в городе Турсунзаде продолжается процесс сушки винограда. На основе современного опыта осуществлена сушка около 4000 тонн винограда. Из этого объема около 1000 тонн изюма предлагается на внутренний и внешний рынок. Выращивание новых сортов винограда позволяет производить изюм высокого качества и восхитительного вкуса, который направляется на рынки стран Европы и Азии. Вывод сельскохозяйственной продукции Таджикистана на европейские рынки является результатом реализации аграрной политики правительства Республики Таджикистан, обогащение опыта тружеников и производство конкурентоспособной продукции. Сушка винограда и приготовление из него изюма предполагает несколько процессов. Высокое качество и необыкновенный вкус сельскохозяйственной продукции Таджикистана сделали ее популярной в разных странах мира. С понижением температуры начался процесс хранения винограда в холодильных камерах. В холодильные хранилища уже помещено 5800 тонн винограда. В городе Турсунзаде количество холодильных складов достигло 78, вместимость которых составляет более 24 тысяч тонн. Осенью, зимой и весной труженики Турсунзаде предлагают отечественному и внешнему потребительскому рынку качественный и вкусный виноград и изюм, который отличается изысканным вкусом. Обеспечение жителей чистой питьевой водой является, несомненно, результатом государственной независимости Республики Таджикистан, выполнением указаний и поручений высшего руководства правительства страны. Реализация ряда проектов по обеспечению питьевой водой в городах и районах страны свидетельствует о том, что из года в год решается эта проблема. Жители села Шоле, сельского джамуата Оби-Мехнат Ражского района испытывали нехватку питьевой воды. Но теперь в свете политики лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по благоустройству и реализации проекта водоснабжения, эта проблема устранена. При поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Орала в Республике Таджикистан в селе завершено строительство каптажа родника для накопления воды и проведена линия водоснабжения на расстояние 4300 метров, а также установлен резервуар для распределения воды по улицам, домашние и уличные водопроводные колонки. В результате реализации проекта более 65 домохозяйств, то есть 353 человека, и местная школа на 125 учащихся обеспечены чистой питьевой водой. Отметим, что лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, регулярно поручает ответственным лицам отрасли принимать меры по улучшению уровня водоснабжения населения, а также проводить разъяснительные работы, связанные с эффективным использованием воды жителями.
Ну и в завершении спортивные новости. Сборная Таджикистана по дзюдо поедет за большим шлемом в Абу-Даби, который пройдет с 11 по 13 октября. В Объединенных Арабских Эмиратах выступят более 236 дзюдоистов из 33 стран. Таджикистан на Абу-Даби Гранд Слэм 2024 представит 6 дзюдоистов. Обид Джебов весит до 66 килограммов, Абубакр Шеров весит до 73 килограммов, Ходжазода Бехрус весит до 73 килограммов, Абдуджалилзода Мухаммаджон весит до 90 килограммов и Раджабов Умеджон весит до 90 килограммов и Джахонгир Маджидов в весовой категории до 100 килограммов. Вот этой новостью мы завершаем сегодняшний выпуск. Я желаю вам всего самого доброго. Будьте здоровы!